за рубежами. В российской столице 14 часов 34 минуты. У микрофона Владимир Шестаков. Говорим в этой программе о том, как заграница влияет на нас и как мы влияем на заграницу. У нас в гостях сегодня политолог, кандидат исторических наук Игбаль Дюрре. Приветствую вас, Игбаль. Здравствуйте. Поговорим мы сейчас о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, в Совбезе ООН. Накануне прошло чрезвычайное заседание и, в общем-то, довольно нерезультативно. В рамках заседания постпред России при организации Виталий Чуркин заявил, что прекращение военных действий в Сирии стало практически невозможной задачей, так как территорию страны бомбят все, кому не лень. Вот с вашей точки зрения, это какой-то тупик все-таки? Или мы еще имеем шансы? Знаете, я думаю, что шанс всегда есть, но не в ближайшее время, да. Для меня лично ничего неожиданного нету. Значит, понятно, что Сирия стала центром столкновения различных сил, и поэтому думать о том, что все вот из-за того, что США и Россия подписали договор о перемирии, внезапно закончится, это было бы очень наивно, да? Все-таки действует много различных других центров влияния, да? Какие еще есть? Есть, во-первых, религиозные державы, есть внутренние силы в Сирии, да, много террористических организаций. Я допускаю, что есть различные силы внутри великих держав, в частности США, которые не совсем хотят, чтобы быстрее там война закончилась. Вот, и все-таки создается впечатление, что кое-где не хотят Обаме дать шанс почувствовать вкус победы. Все-таки дождутся другого следующего президента, да, тогда и можно будет, знаете, о чем-то с кем-то поговорить в США, да. В нынешних обстоятельствах есть очень серьезное недоверие друг к другу между США и Россией, да, и я думаю, что... А вы думаете, с приходом нового президента этот уровень недоверия, он понизится разве? Да, если я всегда думал, что, допустим, Трамп это козырной, да, и он может козырнуть. А если он козырнет, почему бы нет? Вы знаете, по крайней мере, все было бы более конкретно. Дело в том, что сейчас ситуация в Сирии, да, она перешла с фазы борьбы с ИГИЛ, это было так, на фазу распределения влияния сил. Поэтому распределение влияния, да, это интересный этап, это то, что должно быть. Мы все понимали, что ИГИЛ это просто повод. Вот, мы дошли, сейчас дойдем с появлением нового президента как раз до этого этапа. Мне кажется, что, к сожалению, я считаю, что Россия все-таки профукала момент, когда она могла быть там единственной доминирующей силой, и США пришлось бы с ней считаться. А сейчас приходится всем друг с другом считаться. Этот был момент тогда, когда Россия, вот когда только вошла туда, да, сразу должна была заявить, что не надо было класть, вернее, все яйца в одну корзину, и надо было сказать то, что и так в Сирии будет. Вот Асад-то есть, вот на севере курды есть, и там тоже ставить свою базу, вторую маленькую, как сегодня США сделали в Курдском районе, да, это устроило бы всех, и курдов, которые не хотят отделиться. Ну, Асаду надо было заставить быстрее, чтобы он согласился с федерацией, да, это устроило бы и Турцию, потому что Турция тоже не хочет, чтобы Сирия развалилась, да, это был бы было бы хорошее решение. К сожалению, этот момент Россия профукала. Сейчас приходится уже не всем считаться Россией, да? Конечно же, все знают, что без России нельзя. Увы, и России приходится считаться со всеми. А в первом случае, если бы все было так, как я сейчас сказал, было бы все четко. Скорее всего, Сирия осталась бы под влиянием России, а Ирак США, и все было бы прекрасно. Вы думаете, США спокойно бы отдали Сирию? Не спокойно, но принужденно. А сейчас все равно надо считаться друг с другом. Вы сказали, что ИГИЛ — это только повод. То есть его намеренно не ликвидируют, этот самый повод,
чтобы Да, конечно. Вы постоянно знаете, было о чем спорить. сколько боевиков ИГИЛ в Сирии? Около 10 тысяч. Сколько там в коалиции стран? 65 стран. Только у курдов 60 тысяч своих вооруженных сил. А у Асада столько. А Турция там ожидает, у них там на границе уже 40 тысяч солдат ожидают на турецкой части на сегодняшний день, да? То есть при желании найдутся силы мгновенно уничтожить этот ИГИЛ. Но пока это никому не нужно. Вот и все. Кроме сирийского народа. Да, вот как раз-таки вот сирийский народ очень... Вот сирийский народ там хочет мир. И Россия. Все. А почему о нем никто не думает, да, об этом сирийском народе? Когда народы думают? Дело в том, что, как я уже неоднократно говорил, если на сегодняшний день, вот сегодня война закончится в Сирии, да, Асад остается чем? Маленькой частью Сирии, да? Там очень такое не стоит для него из-за этой части остановить сегодня войну. А курды тоже остаются, извините, они не успели соединить все кантоны свои, да? И США вообще пока что ничего не имеет. И Турция все не так, как ей угодно. Поэтому я как раз-таки уже сказал, всем, кроме России и сирийского народа, хочется, чтобы война продолжалась. Как американцы говорят, как бы грубо это ни звучало, да, show must go on. Да? Многие сейчас считают, что американцы вот-вот покидают Сирию, да, я часто слышу, вот go home Янки. Никакой go home. Они толком еще welcome партии не сделали там, только приходят. Все только начинается. Все самое интересное начинается. В Сирии все закончится, в кавычках, только тогда, когда, как бы грубо это ни звучало, огонь перекинется частично в Иран, а в Сирии будет федеративная система. Вот только тогда можно говорить о каком-то конце войны. До этого все самое интересное впереди. То есть получается, что просто смещение горячей точки территориально должно произойти? Если вы говорите про Иран сейчас. Об этом мало говорят, но все этого ждут. Увы, это так. Это план проект Большого Ближнего Востока. Об этом я очень много говорю. Увы, это так, как бы печально не было. Вы, по-моему, говорили, да, что Россия хочет сыграть там шахматную партию, а американцы играют в покер. Вот что вы имели в виду? Очень много. У кого есть деньги, у кого денег больше, да, он может ставить на разных как бы игроков, да, он может ставить и на курдов, и на курдов, и на турков, и на всех, на кого угодно, да, потому что у них много денег. А у России, увы, не такие большие возможности. Нам надо это признать. Но это же так. Понятно, что с Россией не считаться невозможно в регионе. Но она уже там не диктует условия. Тут Асад тоже, знаете, вот вы вообще в последнее время, кроме позавчерашнего заявления об Асаде, что-нибудь услышали? Вообще президент там есть или он только иногда дает интервью «Спутнику»? Асад? Да. Вот Асад, по-моему, особо не высказывается. А почему? Он хорошо устроился. Почему знаете? Молчит? Да, он хорошо устроился, знаете, под крышей России, да? Я тоже могу быть таким президентом. Вообще он о чем думает? Как он видит будущее Сирии? Вот как что он думает? Он хочет все, что он сам не смог делать руками России? Или у него есть какие-то планы? То есть четко сформулированные программы, конечно. Какой-то мечты для сирийского народа он не предлагает. Какое-то решение. Вот он хочет, допустим, он не хочет курдам, видите ли, дать федерацию, да? Считает, что из-за этого Сирия может разделиться. Неужели он не понимает, что если не дать, тогда именно Сирия разделится? Или он это знает, но кто-то ему не дает возможность. Может быть, он стал заложником своих генералов. Кто его знает? Но он как президент должен выйти и сказать свое слово. Сколько можно-то так вокруг да около? Или так, или я вот готов на федерацию, а другого выхода нету. Почти что американцы и Россия как бы согласились с этим, что должна быть в Сирии децентрализованное государство. Какое его слово? Да или нет? Нет, так нет. На нет и сюда нет.
но тогда все будет по-другому. Понимаете, да? То есть, Ну и получается, что и России Асад нужен. То есть его уход... знаете, он для сукин сын, но России он наш Асад сукин как сын. демократия. Да? Мгм. То есть он не самый лучший вариант, но Россия пока лучше, не только Россия, и человечество пока лучшего не придумало. Поэтому Асад пока остается. Но вопрос же не в Асаде. Вопрос дальше в том, что у кого какое влияние будет в будущей Сирии. Вот вопрос так стоит. Асад пока особо никому не мешает. Да, все говорят, что он не нужен, но с другой стороны все понимают, что временно он может остаться. Мгм. Да. Вот об идеальных сценариях давайте поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях политолог, кандидат исторических наук Игбаль Дюрре. У вас есть вопросы, мнения, комментарии. Добро пожаловать. Все мессенджеры работают. СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. +7 925 101 1070. +7 925 101 1070. Обязательно обратим внимание на ваше мнение или вопросы. Ну и, возможно, пообщаемся по телефону прямого эфира. «За рубежами». Я напомню, что у нас в гостях политолог, кандидат исторических наук Игбаль Дюрре. Мы завели разговор о возможных сценариях развития событий в Сирии. Есть ли такой шанс, что вот все сферы влияния поделят заинтересованные стороны? Как это может произойти? Вы знаете, конечно, есть, но это не скоро. Во-первых, в сложившихся обстоятельствах, знаете, в Турции, в Сирии сейчас никто не может гарантировать, что завтра случайно в Сирии С-400 не встретится с самолетом коалиции, вплоть до турецкого. Или никто не может гарантировать, что завтра турецкие танки случайно не выстрелят в американских спецназовцев. Да, до сих пор непонятно, что там было с конвоем. Да, до сих пор. Вот именно поэтому я говорю, что непонятно, что дальше может быть. Непонятна ситуация с Турцией, да. В конце концов, Турции придется сделать выбор, да. Вот она сейчас как бы и с Россией, и с США, но так не пойдет. Ее заставят сделать выбор, особенно США, да? А как будет в этом случае, когда она сделает свой выбор, да? А для чего Турция накопила своих солдатов на границе 40 тысяч? Войдут они туда, не войдут, да? Скорее, Турция не доверяет тем группировкам, с которыми она сейчас действует, это сирийская свободная армия, потому что у них история показывает, что особых военных успехов не было, да? А Эльбаб надо взять, с кем его взять? Вполне возможно, что Турция введет свои войска. Насколько это будет устраивать Россию? Если будет устраивать, до какого момента? Тут очень много нюансов, поэтому я в начале нашей беседы сказал, что все только начинается. Все самое интересное только сейчас. Сейчас до этого было вокруг да около. Но и Турция больше играет на чьей стороне? На своей стороне. Она играет на своей стороне. Но кому выгодна эта игра больше тогда? Тут уже... В детском саду знают все дети, что Турция туда вошла, для того, чтобы помешать курдам взять федерацию или соединить все кантоны, частично, если получится, заодно участвовать в операции Рака и дальше в Мосул, и развить свое влияние в регионе, да, с той мертвой точки как-то продвинуть вперед. Но получится у нее? Я считаю, что нет. Я считаю, что вообще Турция стала заложницей ситуации. Да? Я всегда говорю, что у Турции один выход – договориться с курдами. Да? Я так считаю. Но заявления Эрдогана об этом говорят, что он какой-то заложник ситуации, когда он в компании одних, он поддерживает их, когда он приезжает сюда, он говорит о том, что он любит Россию. Да. Но на самом деле я верю, что он любит Россию, это правда. Но любить это не всегда помогает, да? Нужны другие моменты, чтобы выжить. Одна любовь не хватает. Поэтому я думаю, что у Турции реально сложная ситуация, и
в этой ситуации ей, кроме самой себе никто не может помочь. Ну а в чем сложность наступить себе на горло и договориться с курдами? Вот это очень много причин. Первая причина – это историческая тяжесть. Вторая причина – боязнь конца, да, боязнь от конца. Хотя, потому что считаю, что если сейчас идти на уступок, это в конце концов приведет к тому, что курды вообще отделятся. Но да? это же будет выглядеть каким-то величайшим благородством, и мир должен это воспринять, с каким-то воодушевлением. Конечно. Это, понимаете, это как потепление между Кубой и Америкой. Я думаю, что в конце концов так и будет. Но, вы знаете, очень сложно отказаться от своего исторического, к сожалению, ошибочного наследия, да? Но если кто-то это может делать, это будет Эрдоган. Когда он это сделает, в каких обстоятельствах, тут надо учесть, что он сам сейчас находится в кавычках в каком-то степени заложником своих генералов, которые так или иначе его защитили во время спасли, да? Тут надо подождать, чуть-чуть подождать. Как только дело дойдет до тупика, я думаю, что можно увидеть со стороны Эрдогана неожиданных шагов, да, в пользу перемирия. Ну и здесь интересная ситуация сотрудничества с курдами. Их вроде бы и Россия поддерживает, и США. Правильно делают, потому что все понимают, что курды — это единственная сила в регионе, которая реально воюет против ИГИЛ. Вот о курдах что угодно говорят, но никто не говорит, что курды заигрывают с ИГИЛ. Поэтому все как могут им помогают. Но в данной ситуации отношения с США и с курдами это больше, чем просто помощь. Потому что США все-таки построили там на курдской территории аэродром. У них 3 военных баз, значит, 2 операционных центра, да. Просто так, конечно, оттуда не уйдут. И с Россией у курдов нормальные отношения. Вот недавно вели переговоры в Латаке при посредничестве России с Асадом по поводу дальнейшей судьбы Сирии. Правда, неудачно, но все-таки отношения продолжаются. У курдов ситуация понятная. Да, они хотят соединить все свои кантоны, да, но кроме этого они хотят укрепить свои позиции, свой статус в тех регионах, где они фактически уже находятся. По этому поводу с ними почти все согласны, кроме Асада и Турции. Угу. Вот несколько вопросов. И Ирана, конечно. Поступает к нам в разные мессенджеры. Мария и Татьяна почему-то одновременно спрашивают, насколько реально вхождение турецкой армии в Сирию. Да. Почему США этого так хочет? Вы знаете, США... Почему это... Вообще-то они же уже вошли. Нет, они там, вошли, но вы знаете... Да. Блицкриг такой. Да, в основном туда вошли сирийская свободная армия, Турция их просто поддерживает, да? Очень мало турецких солдат. Почему, да? Дело в том, что, во-первых, США, когда видит какого-то игрока самостоятельного, в данном случае Турцию, да, они предлагают 2 варианта. Или совместно действовать, или создать совместную комиссию. Вот. А если ты не выбираешь тот или иной вариант, значит тебе хана. Поэтому вот Турция сейчас это все делает не просто так, да, они же это делают в координации, в том числе и с США, потому что надо спасти Раку, Эльбаб, да. Одни курды тут могут там не хватать, да. И с другой стороны, Турция очень не хочет, чтобы там курды участвовали в спасении этих городов, да. А тогда США говорит, пожалуйста, тогда с вами. Почему бы нет? Для США тут все понятно. Тут ситуация сложная у самой Турции. Поэтому вполне возможно, что если Турция обещает, что у курдов не будет федеративности, или они не соединят все свои кантоны, Турция пойдет на такой шаг и войдет туда. Но насколько это разумно,
насколько это не будет очередной болотой, у меня есть сомнения. Тут надо, я бы вместо Эрдогана задумался. Ну и вы не раз называли курдов такой разменной монетой. Получается, таким пушечным мясом инструмента политики, нет? Нет, я говорил, что все так думают. А, все так думают. Я думаю, что... А вы наоборот. А я думаю, что все выживают как могут. Тут я об этом неоднократно писал, да, но какая там разменная монета, если несколько лет назад о курдах в Сирии, вот вы знали, никто не знал, у них даже у многих паспортов не было. Сейчас мы говорим о том, что у них будет федерация или в каком виде это будет. Они будут контролировать всю границу или только 800 километров, поэтому нет, я думаю, что сирийские курды в данном конфликте очень даже неплохо себя проявили. Поняли вас. Спасибо большое. Жаль, что время выходит. Спасибо вам. Все отмечают, что правильно вы все говорите, поддерживают вашу точку зрения, наши слушатели по всем каналам связи. Спасибо. И я благодарю вас, политолог, кандидат исторических наук Игбаль Дюрре, был у нас в программе «За рубежами». Каждый день после 14 говорим о том, как заграница влияет на нас и как мы влияем на заграницу. Ну и, конечно, обозреваем зарубежную прессу. Меня зовут Владимир Шестаков. Не прощаюсь.